день. Здравствуйте. Еды вам привезли. Горячий обед. Едва оказавшись на пороге этой комнаты в коммуналке, волонтеры теряют дар речи. В постели сильно истощенный пожилой мужчина, абсолютно слепой. На ощупь перебирая привезенные продукты, он признается, что не ел уже несколько дней. Никто не едет, мне я есть хочу, голодный. Салат, суп и второе там спагетти с мясом. Александр Валицкий после развода с супругой живет один. Передвигается с трудом, в туалет ходит здесь же, в комнате. В помещении антисанитария. От зловонного запаха перехватывает дыхание. И если раньше бывшая жена иногда навещала инвалида, то в период карантина по коронавирусу мужчина оказался на грани между жизнью и смертью. Когда дверь открыли, мы просто, наверное, секунд 5 просто стояли, мы ничего не могли сказать. Ситуация очень тяжелая была, и человек действительно не мог встать с кровати, и еды у него, по сути, никакой не было. Там неизвестно, чем бы это могло закончиться. Чем это могло закончиться, рассказывает история другого одинокого пенсионера по имени Хатиб. В период самоизоляции его также крайне истощенного нашли лежащим на полу. Мужчину, тело которого поедали опарыши, госпитализировали, но, к сожалению, спасти его не удалось. Дед Хатиб, как его начали называть в соцсетях, скончался через несколько дней. Я просто в шоке. Нам такое количество привезли памперсов, питания, огушки. Я просто, спасибо огроменное. А это видео в самый разгар пандемии записала мама 18-летней Лизы. У девушки тяжелая форма ДЦП. Сегодня они впервые за 2 месяца вышли на улицу. Наконец-то мы вышли на солнце, да, Лизуш? Ты рада, что на солнце вышли? 2 месяца отсидели дома, гуляли только на балконе. Все это время мать-одиночка Альфия Гайфуллина не могла выйти даже в магазин за продуктами, понимая, что вирус может стать для дочери смертельным. Интеллект Лизы сохранен. Она читает, печатает на специальной клавиатуре, но физически полностью зависит от матери. Не может самостоятельно пить, есть, а в медицинской маске начинает задыхаться. Дышит она ртом, у нее стенозы постоянные, то есть верхние дыхательные пути – это все, иммунитет слабый. Вот если что-то вдруг случится, она без меня никак, и я без нее. В смысле, мы неразделимое целое. И эту ситуацию тоже спасли добровольцы, которые сначала привезли семье продукты, а затем, увидев, что положение близко к критическому, на собственные средства купили подгузники, пеленки и детское питание. Теперь стараются навещать семью регулярно и даже планируют вывести Лизу на отдых. Возьмем ее на пасеку с собой. Это медовая поедешь. Там колодно-бортевая пасека. Мы будем счастливы, потому что сада нету, машины нету, родственников нету, вообще никак. При этом все, что делают волонтеры, они чаще всего не придают огласки. И даже об этой истории мы убедили их рассказать не сразу. Александр Ставчатый – руководитель некоммерческой организации. В общественной работе уже больше 10 лет. И говорит, на этот раз тоже не смог остаться в стороне. Но честно признается, так было не всегда. Были в моей жизни ошибки там определенные, когда я просто пересмотрел именно духовный аспект жизни. И я сегодня не эгоцентрик. Это, наверное, не мой лозунг, да, но он, наверное, важный. То есть я сохраняю в себе, что имею, лишь отдавая. Волонтерский центр «Наша забота», мы вам продукты привезли. 4-й этаж. Хорошо, спасибо. Ярослава – девятиклассница. Как и всем школьникам, в этот период ей пришлось осваивать все прелести дистанционного обучения. Но в это же время девочка решила помогать другим. Вместе с мотоклубом «Ночные волки» присоединилась к волонтерскому движению. С апреля по весеннему бездорожью на мотоциклах развозили по 100 продуктовых пакетов в день. Продолжают помогать и сейчас. Руслан, возьмешь черниковку? Конечно. Там по сколько? По 10, да, все? В принципе, можно еще один. Я еще один лезет, да? Лезет, попробуем. Так, что, по коням? По словам байкеров, в тяжелом положении оказались даже те, кого прежде можно было отнести к семьям со средним достатком. Отчаяние людей, оставшихся без работы, больше всего поразило 16-летнюю школьницу. Люди, которые потеряли работу, было, собственно, несколько случаев, когда люди спрашивали, можем ли мы дать им работу. И здесь, наверное, больше всего проникаешь, действительно, потому что люди пытаются что-то сделать с этим. Ты что, палат? Нет, я не пират. Что-то еще нужно, чем-то можно помочь еще. Слава богу. Живы-здоровы, главное не болейте.
Самое яркое впечатление меня оставила отзывчивость и доброта людей. Готовность помочь, желание помочь. Я очень люблю наш народ, поэтому я в него верю. Но вот парадокс, говорят волонтеры. Те, кто действительно нуждается в помощи, зачастую стыдятся о ней просить. Зато те, кто лишь формально числится в списке малоимущих, а по факту имеет неофициальный доход, первыми требуют эту помощь. Одно дело, ты приезжаешь там к бабушке в разрушенную какую-то избушку, понимаешь? А другое дело, ты приезжаешь, стоит особняк, стоят иномарки, понимаешь, выходят, видно, состоятельные люди, там забирают эти коробки. Для меня не было понятно это. Те люди, которые реально и остро нуждающиеся, они стесняются. От них мы слышали только слова благодарности. А вот те, которые просто стоят, просто числятся как нуждающиеся, а фактически реально не нуждающиеся, да, они еще не поднялись на джипах сюда и приезжали за сахаром, потому что у них порванный был. Это не надо рассказывать. Очень часто возникает такая ассоциация, что мы — это равно власть, а если власть, то равно, что власть обязана. Поэтому и к нам, соответственно, что вы обязаны, в связи с тем, что вы нам сказали сидеть дома, вы обязаны нам приносить какие-то продуктовые наборы и так далее, даже если мы там не особо в этом нуждаемся. Продуктовые наборы, которые добровольцы разносят по домам, приобретаются на благотворительные средства. В волонтерском штабе Туймазинского района поясняют, их жертвуют предприниматели, общественники, а зачастую самые обычные жители города. В нескольких туймазинских супермаркетах установлены вот такие специальные ящики. Называются корзины доброты. В них любой желающий может положить продукты, которые затем волонтеры передадут нуждающимся семьям. Этот проект существует в городе уже несколько лет, и в среднем такой ящик наполняется примерно за месяц. Но вот интересный факт. Именно в период распространения коронавируса корзины доброты начали наполняться в 2 раза быстрее. И здесь еще один парадокс. Помочь нуждающимся в первую очередь стараются те, кто и сами знают, что такое нужда. В 7 часов прихожу, открываю, помолюсь. Вот, заходите. Вот лампадочки зажигаю. Если свечи стоят, свечи зажигаю. Вот уже 25 лет. Каждое утро она открывает эту маленькую церковь, которую строила своими руками. Валентине Арефьевой 85, и она удивляет своей неиссякаемой жизненной энергией. Вот моя метелка. Вот я подметаю. Работа для меня – это радость. Я люблю работать. Зимой она сама чистит снег во дворе храма, летом подметает, переносит тяжелые скамейки, при этом категорически запрещает себе помогать. А еще кормит местную собаку-охранницу. Дана, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Ой, хорошая, ой, какая хорошая. Значение слова «нужда» Валентина Николаевна узнала в 6-летнем возрасте, в блокадном Ленинграде. В осажденном городе они с матерью и младшей сестрой прожили почти год. А знаете, как было страшно? Кушали людей, кушали собак. А мама молодая была. Придешь на рынок, показывает красивые туфли. Ей тоже охота ведь. Покажут один. А где второй? Пошли, мы тебе дома покажем. Домой уйдешь, а оттуда, не знаю, выйдешь, не знаю, нет. Идем по городу, стекла под ногами, стрельба. Мама всегда говорила, не бойтесь, дети. Если умирать, то мы все вместе умрем, чтобы вместе вот были. В Башкирию семью эвакуировали в 1942-м. Об этом до сих пор напоминает полуистлевший посадочный талон, по которому дети получали питание в поезде. С тех пор город Туймазы стал для Валентины Николаевны родным. В самый пик пандемии COVID-19, когда жителям запретили выходить из дома, Валентина Николаевна украдкой пришла в волонтерский штаб и отдала свою пенсию на покупку продуктовых наборов. Я просто деньги взяла и пошла, меня еще не пускают. Я от души дала, от души. Вот таким детям жалко, конечно, потому что некоторые родители пьют. Вот поэтому дети у них нищие бывают. Она вообще, если честно, до сих пор на меня немножко обижается, что вот это она мне строго-настрого сказала, никому и нигде не говорить. Я ему сказала, Альберт, нигде ничего, не пиши, ни в газету, никуда. Меня на весь Советский Союз прославил. Теперь все знают, что мне 85 лет. Мне Бог, наверное, силу дает. Люди добрые дают.
Я не знаю, или я так людей люблю, или люди меня так любят. Валентина Николаевна вырастила 3 детей. Сейчас они живут в Петербурге и Калининграде, но из-за карантина не смогли приехать на юбилей мамы. Валентина Николаевна вас всех ждет. Ограничения снимут, и мы быстро помчим. Даже полетим. Я вас целую. Пока-пока. Пока-пока. Все время, пока действовал режим самоизоляции, в волонтерских штабах работали психологи. В эти дни поступал шквал звонков от родителей, которые оказались вместе с детьми в 4 стенах. Недостаток движения, общения у многих вызывал серьезный стресс. Дети, значит, не могут есть, тики, заикания. У родителей были конфликты, взаимоотношения друг с другом, потому что вот это напряжение совместно находиться длительное время, это как в космос полететь вместе, да? Звонили люди, которые испытывали панические атаки, понимая, что заболевают. Но все это меркнет по сравнению с тем, что пришлось испытать врачам в самом эпицентре этой войны с вирусом. Десятки смертей, ежедневный риск и необходимость, преодолевая страх, выполнять свою работу. Многие из медиков сейчас сами на больничных койках. Здесь написано «Сделано бесплатно для врачей». Помочь врачам вызвалась группа людей, которые называют себя мейкеры против COVID-19. На 3D-принтерах они печатают элементы защитных масок для медиков абсолютно бесплатно. Обычные маски для подводного плавания мы приспосабливаем для того, чтобы врачи могли защитить свои легкие. Ильдар Гатаулин прежде занимался изготовлением национальных украшений и костюмов, но в этот период бросил все и несколько суток без сна делал защитные элементы. Говорит, ведь если это поможет сохранить здоровье хотя бы одного врача, он в свою очередь спасет сотни жизней. На покупку материалов пожертвовали деньги многие жители республики, в том числе и сам Ильдар. Показывает пустые катушки от пластика, которые называют патронами. Патроны. То есть, по сути, это как сейчас похоже на войну. И так как нужно быстрее снабдить врачей всеми этими средствами защиты, зачастую люди не спят и делают. Но поразило волонтеров то, что, испытывая необходимость в средствах защиты, многие врачи боялись говорить об этом открыто, и передавать им визоры и маски приходилось иногда в условиях конспирации. Это первоочередная проблема, что врачи боятся брать средства защиты, боятся огласки, что у них чего-то не хватает. В меню сегодня плов с курицей и салат. Здесь обедают бездомные, бомжи. Группа добровольцев даже в период пандемии кормит их дважды в неделю. Они уверены, без крова по разным причинам может остаться каждый, поэтому таким людям тоже нужна помощь. Загафуран Саидгалин, например, бывший педагог, учитель математики, но после ссоры с женой вот уже несколько месяцев живет в ночлежках. Я ушел, потерял ключи от квартиры и не могу попасть. Женщины, они такие сложный народ. Не зря Александр Сергеевич Пушкин, написав сказку о золотой рыбке, он гений, понял психологию женщин. Их обходят стороной, как бы они думают, что эти люди такие, прокаженки, что ли, не наши, они те же самые люди, просто у кого-то разные ситуации бывают. Кого-то выгнали из дома, кто-то болеет, кто-то потерял квартиру. Снимая этот репортаж, мы спрашивали волонтеров об их внутренней личной мотивации. Почему бескорыстное желание помочь в это непростое время оказалось сильнее страха? Я хочу помочь, я иду и помогаю. Почему ты хочешь помочь? Зачем это тебе? Потому что кому-то это нужно. Волонтер – это тот, кто смотрит дальше своего носа и понимает, что все мы зависим друг от друга и должны помогать друг другу в тяжелой ситуации. Через 30-40 лет мои внуки спросят, а что ты делал вот в этот период, а этот период определенно войдет в нашу историю, я могу сказать, что я помогал людям.